Год кролика, хотя по гороскопу и спокойный год, для гагаузского народа он был тревожным и беспокойным и сопровождался многочисленными недовольствами, судебными разбирательствами, протестами и митингами. Начиная с начала 2011 года в Камрате прошло около 15 митингов, при которых народ выражал недовольство в различных сферах. В январе проходило судебное разбирательство, где истец просил признать недействительными выборы Башкана Гагаузии. Затем 14 февраля состоялась церемония инаугурации главы автономии, которая также сопровождалась народным протестом. За Камрата ничего не делает. За Чадарлоги все тащит туда. Сколько можно терпеть его? Мне не нравится власть нынешняя. Меня не устраивает форму зал. Мы недовольны тем, что Башкан Гагаузии неправильно избран на эту должность. 1 февраля перед зданием исполкома прошел протест патентообладателей. Поводом послужил принятие закона об обязательном медицинском страховании. Не хотим платить соцфонд и купить медицинский полис, потому что душат нас налогами. У нас это лекарство все наоборот, чтобы снизили цена, как говорили. У нас наоборот повышает. Газ подорожал, свет подорожал, вода, все. Продукты питания все подорожали. Гагаузская футбольная команда не вошла в национальную футбольную дивизию. В связи с этим 16 июня футболисты и молодежь выступили с протестом. Затем многочисленные митинги против цены на газ заставили народ выходить на митинг, чтобы хоть чуть-чуть быть услышанными властями. Апогеем общественного протеста стал митинг, который состоялся 23 декабря, в день 17-летия признания гагаузской автономии. Люди, недовольные социально-политической обстановкой в регионе, предлагали свергнуть действующую власть. Мы сколько мучились, сколько Гагаузские республики, что было, и ничего не сделали. Только на свой карман работали. Уже народ устал, народ уже требует свои права. Потому что у нас руководство на это не отмечает. Никаких самовнимания. И то, что мы вот здесь собираемся, требуем, это не наши прихоти, это наши, понятно. Это да, это то, что мы 20 лет назад, сколько там боролись, здесь все пенсионеры, все инвалиды. Никакого праздничного дня не чувствую абсолютно. Какой праздник вообще? Посмотрите, что делается. Исходя из вышеизложенного, событием года можно называть усталость народа от политических дрязг, экономической нестабильности и страх перед тем временем, которое ожидает его в будущем.